Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Слишков Вячеслав Викторович, я являюсь руководителем Ассоциации развития IT-отрасли. Расскажите, пожалуйста, про экономическую систему нашей смены. Ну вот сейчас у нас проходит IT-смена, IT-bootcamp. Он проходит в формате bootcamp, и мы еще добавили систему экономики, да, то есть чтобы детям было увлекательно, чтобы они чувствовали себя как в мире, реальном мире. Да? То есть компании, они получают инвестиции. У нас разные этапы есть инвестиций. Да? То есть мы видим, как стартапы, это на ранней стадии они привлекают инвестиции. Потому что создают новый продукт, да, чтобы создать новый продукт, разработать, да, достаточно много времени надо. То есть это в мире, а мы такой же элемент как бы здесь в игровой механике показываем. Да? Дети получили сначала инвестиции формата 3F. 3F это вот family, friends, да, fools, это вот родители, да, которые могут, да, поддержать, и друзья, ну и как бы такие рискованные, скажем, да, люди, они дали деньги, да, им, компании, чтобы они запустили свой проект. Потом следующий этап это будет пресид, тоже дается на ранней стадии, да, то есть мы как акселератор, да, то есть который фонд им даем денежки, это процент. Компании получили деньги, мы их компанию оценили 100 тысяч коинов и 10% мы выкупили. То есть, грубо говоря, мы 10% себе взяли, а им дали равную стоимость 10% от 100 тысяч, это вот 10 тысяч. Вот. И они эти деньги должны очень грамотно использовать, потому что тут у нас стартапы, это когда находятся всегда в ограниченных ресурсах, да, то есть там время есть, да, и финансово. Вот, они должны хорошо распределить деньги, чтобы дальше, да, как бы запустить свой проект. И можете еще сказать, что такое система аксикоинов? Ну, система как раз у нас называется внутренняя валюта наша игровая, называется Axel Coin. И система такая реальная, да, то есть тут можно, выполняя задачи, да, то есть зарабатывать, можно получать заработную плату, да, и за полученные деньги ты заработную можешь оплачивать какие-то вещи. Есть магазин работает, магазин может купить печенье, сладости, да, или что-то другое. Например, там некоторые ребята купили, аренду взяли ноутбук, телевизор, да, чтобы у себя там комфортно работать. Также есть у нас биржа заказов, которые тоже размещают заказы, и выполняя заказы, ты можешь получить деньги, да, и эти деньги можно тоже, да, с умением можно потратить, да, и основная задача, деньги должны быть правильно использованы, и у нас основное это услуга консультации экспертов. Когда они проходят консультироваться, они оплачивают за эти услуги, но при этом компания капитал увеличивается. Все, спасибо. Да, спасибо. Ну, я могу в целом рассказать, но думаю, что вы уже в целом знаете, да? Вас, наверное, интересуют какие-то конкретные вещи. Например, что вам было бы интересно послушать? Можно об этом, как они могут тратить эти деньги. Вот хороший вопрос. Сейчас, на данное время, тратить они могут только на продукты. И продукты у нас стоят очень дорого, да? Да. А консультации сколько стоят? Консультации, они на самом деле не из-за аксикоина. Консультации, они идут из безналичного счета. То есть есть деньги, которые вы получаете, они приходят к вам на банковский счет в безналичном виде. И там приходит крупная сумма. Эти деньги нужны, чтобы вы покупали такие полезные крупные вещи, например, сервера, домен, например, покупать для хостинга. Также консультации специалистов и тому подобные вещи. Они стоят дорого, и вы на них тратите. А бумажные деньги нужны для того, чтобы вы лично для себя тратили. Ну, покупаете сладости или там с друг другом обмениваетесь, например. Вы можете скооперироваться с другой командой, скинуться и купить что-нибудь, например, сок большой или круассан. То есть деньги наличные, бумажные даны вам для того, чтобы проявить творчество, чтобы свободу дать. В этом случае, я не знаю, что бы я сделал, да? Я бы
придумал какой-нибудь способ, чтобы начать не только накапливать то, что ко мне приходит, да, но и как-то эти деньги увеличивать, либо зарабатывать вне системы. Ну, то есть продавать какие-то услуги, может быть, здесь другим участникам. Или, например, покупал бы конфеты и перепродавал бы здесь за те же самые коины дороже. Вот. Это я бы еще что-то сделал. Ну, а сколько команд зарабатывают в день? Команда в день зарабатывает по-разному. Но если так вот в среднем посмотреть, то вчера и позавчера это получается где-то около 100 коинов. Ну, может, у кого-то больше. Например, одна девочка, Юнкор, заработала 60 коинов. Лично, если это один. А получается, вот 100 коинов мы даем на команду. Если распределить, там получится сколько? Ну, по 30, по 20, да? Получается, юнкоры могут теоретически заработать больше денег лично. На лично искать задания. Поэтому обращайте на эти задания внимание. Да, спасибо.